Белоруссия, белорусы, их надо быстрее уничтожить. Вот такую задачу они поставили. И когда началась война, прежде всего, они захватили Белоруссию, Украину почти всю, прибалтийские страны, Молдавию, Латвию, Литву, и там устроили фашистский режим. У них даже песня была. Германия, Германия, везде, повсюду. Вы слышали? Вот так. Только Германия, только немцы люди, остальные не люди. Вот такая у них была политика. Прежде всего, славяне не люди. Их надо уничтожать. Вот сейчас они влезли в Украину. Эти же фашисты. Конечно, надо было их не пускать. Нашим войскам надо было не пускать, но это было все упущено. Вот. Сейчас, конечно, очень трудно их оттуда выгонять. Это дело, конечно, не наше, это дело самого украинского народа. Там теперь никакой демократии, убийства. За это время больше 10 тысяч человек убито просто так, невинные люди, уничтожены. Никакой там демократии. Просто фашистское государство. Вот. Наши, конечно, мы должны быть с вами очень бдительны. Вот в настоящее время натовские войска вошли во все бывшие демократические государства, начиная от восточных зон Молдавия, Украина, но Белоруссия нет. Белоруссия наша, союзник наш. Вот. Теперь Латвия, Литва, все они оккупировали. Сейчас в Украине натовские войска. И нам с вами должны очень быть внимательны этих проискам, этих врагов. И готовить себя к защите нашего Отечества. Стараться. Путин недавно заявил, страна находится в опасности. Нельзя об этом не забывать. Начиная от Петрограда или Ленинграда, кончая Черным морем, а дальше, значит, Афганистане, НАТО тоже, на юге. Вот. Они еще и влезли и Аляску. Вы знаете, где Аляска. Вот мы поэтому создали и сейчас еще добавили 3 полка арктические войска. Особые северные войска. Вот. Вы иногда смотрите, как там маневры проводят. Вот такая задача. А задача такая, вам учиться овладеть профессиями, не только гражданскими профессиями, но и надо и военными профессиями овладеть. Как мы в свое время учились в средней школе, в то же время научились стрелять, научились противогазы одевать. Это было 39-40-е годы. А потом все забросили. Вот этого нельзя было делать. Нельзя было делать. Враг у наших ворот сейчас. Всегда надо быть бдительными во всех делах. Ну вот, значит,
скажу дальше, значит. А дальше я хочу что рассказать. Вот. Воевать я начал на Западном фронте. Нет, не могу я сидеть. Ну, перед таким народом вы что? Не надо, нельзя. Не принято у нас у военных перед большим народом сидеть. Ну вот, сейчас, значит, что? Война идет. Я командир взвода, потом, значит, стал я помощником командира батареи артиллерии. Сначала 45 миллиметров, потом 100 миллиметров. И все время на конной тяге. Только после войны я понял, что надо было хотя бы автомобильные войска. Или бронепоезд хотя бы. Лошадьми мы замучились, ребята. Кушать свой хлеб делили пополам. Себе и лошади. То воды нет, то еды нет. Они, лошади, плачут горькими слезами. А мы, ведь они были наши друзья. Такие друзья. Вот бомба упал, сразу идет в лес, ну лесов там на западе много, и ложится. И ждет, когда самолет улетит. Когда самолет уже побросал, улетел, встает, меня ищет лошадь. Ну и вот, потом мы встречаемся. Воды нет, еды нет. Лошади страдали, наверное, больше, чем мы. Солдаты, офицеры, люди наши. Ну, это так, кстати. Ну, лошади всегда не нужны. У нас сейчас, конечно, мало их осталось. В основном в пограничных войсках, в горной местности, Таджикистан, Армения, ну и так далее. Вот, ну, дальше говоря, я воевал, все время воевал. И под поле пришлось воевать, с глазу на глаз, встречаться с фашистскими извергами. Вот, и в войсках я, значит, воевал. Страшные бои. Они очень сопротивлялись до последнего человека. Вот ему кричишь, там каких-то 100 метров. Говоришь, стрелять буду, стой. Он поворачивается, стреляет с автомата. Вот ведь, и нам уже там указание пришло, молодых по ногам бить. Жалко, молодые, они 14, 15, 16 лет. Их еще привязывали и сажали амбразуры против танков, давали им эти гранатометы. Вот такая труба и взрывчатка впереди. И вот они там, значит, как танки появляются наши, они знают, а танки горят как спички. Любой танк. Поэтому мы, когда ворвались в Берлин, мы автоматом сходили из танков, автоматами уничтожали эти скрывавшиеся там войска. В основном эсэсовцы охраняли Берлин. Это гвардия фюрера, головорезы. Но ничего, уничтожили, конечно, наших тоже. Там почти 1 миллион участвовало в боях за Берлин. Первый белорусский, первый украинский, второй украинский и так далее. Огромное количество техники, авиации. Ну, все уничтожили. Вот я, например, какого числа воевал в территории Берлина где-то 15 дней. И мы вышли, значит, по площади какой-то берлинский гарнизон 2 мая капитулировал. А война продолжалась еще долго. В лесах продолжалась. Поэтому наша дивизия, наши полки остались еще на год. В 1946 году мы выкуривали эти головорезов из лесов, из гор,
уничтожали, брали в плен. Общие потери но у нас почти одинаково. Что немцев 8 миллионов, наших 8 миллионов. Вот таким образом, это вот еще вы думали уже все, Берлин, значит, взяли, наверное, война кончилась. Нет, не тут-то было. Нас завернули в сторону, значит, фронта и против американцев. А здесь еще воевали немцы. Когда немцев уничтожили, мы тогда встретились с американцами. Но мы там очень много выгадали. Мы вышли к реке Эльба, а раньше, чем американцы. Вот так. И они побросали орудия. Ну, лошадей у них почти не было, мало было. Орудия, теперь мотоциклы, технику, танки побросали. Я, как только кончилась война, сел на велосипед и поехал по берегу. В том конце еще война идет, а я смотрю, я отвечал за боеприпасы для нашей батареи. И вот посмотрел, где что, ставил я гвоздиком отметки, потом на велосипеде. Там велосипедов много в каждом доме, а в домах никого нет, ни души. Все они бежали, немцы. Вот, в каждом доме на каждого человека велосипед. Ну, я взял, значит, хорошенький велосипед, вот, и, значит, сначала в тот конец, потом обратно, потом взял 2 брички, 4 солдат, и пока не приехали интенданты, тыловые войска, мы очистили, потому что нам надо жить. Мы еще на берегу Эльба получили пополнение, а они, значит, очень худые, вот, очень худые ребята. Вот им начали мы подкармливать, конечно. Вот, таким образом, я дождался мая месяца. Вот, ну, очень трудно было, конечно, очень трудно было ждать выезда из Германии. Мы ждали целый год, когда нас отправят из Германии на родину. Все надоело, все германские. И люди, и земли, они много нам сделали вреда. Мы их видеть не хотели. Вот так. Когда мы приехали на родину, в район Бреста, весь эшелон вышел. Дальше ты скажи. Я не могу. Начали обнимать землю, деревья, березы, что жив остались. Это надо видеть трагедию эту. Таким образом, это наш, значит, приезд был, Костромскую область, деревня там, значит, какая-то. Ну, я как ответственный за боепитание, ну, начал смотреть, где можно остановиться, где можно выгрузить товар наш привезенный. Мы, значит, там у колхозников сани взяли, какие-то дряхлые сани, лошадей, у нас лошади там сами были, но они не были запряженные, не запрягались никогда. В общем, замучили 25 километров, мы возили свой товар. Вот, Костромскую область, вот деревня, забыл какая там, и там все выгрузили, и частично потом мы их привезли в Московскую область, в конце концов. И я уговорил начальство меня отпустить. Я устал, кругом ранения, кругом контузии. И меня отпустили. Приехал домой 15 мая 1946 года. В 1946 году я вернулся. Сегодня я вернулся, завтра пошел в БГУ.
сдал заявление и пошел учиться на учителя. Одна из образований у меня учитель, но основное образование военное. И сейчас тоже я в военкомате бесплатно работаю с ветеранами. Мне приятно с ними работать. Я получаю удовольствие, что я им помогаю. Это очень интересно, очень здорово. Но пока у меня силы воли есть, я буду дальше помогать ветеранам. Опыт у меня очень большой, и экономический, и политический, и так далее. В общем, вот таким образом я перед вами сегодня. Мне 96 лет только. Всего вам доброго. Я вам желаю всем, всего здоровья хорошего. Конечно, хорошей учебы. Без учебы, без знания предметов вам трудно будет жить. Поэтому учитесь, пока есть возможность, пока есть родители. Учитесь. У меня сейчас уже у меня все взрослые. Старшему сыну 67, второму сыну 64, третьему сыну 61,5. Вот и думаете, сколько мне. Образованная, я не допускал расхлябанности, разболтанности. Я строгий офицер, поэтому они все образованные, и они очень хорошо живут. И у меня 6 внуков. Даже правнучка есть. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания, до свидания. Я очень вас уважаю, очень рад, что я с вами встретился. Вы меня не подводите, хорошо учитесь и будьте хорошими людьми. Да. Ну, спасибо. Я такими людьми я не могу сразу ходить. Все. 9 май еңеу күні. Бүгінгі яш болынысын ол хатыр күні. Несек күні аты хақта бұл күн хуғыш менен бәйлі. Қадірлі туғандар, айдағыд 1 минут қаттын қалайық. Хуғышта ятып қалған Олатай бабайларыбыздың исемдерін әйтіп, олардың рухтарына тыныслық тілейік. Тын қалайық. Тылда хайыр егіп, ер хірусе. Балаларын астан өлтірмәз үшін, басылда сірік бәрәңге, баша кізләусе. Бар ауырлықтарға үс етіп, атай әсейлерібізді өстірусе, өлесейлерібіз алдында баш иейік. Хәзер бөек еңеүҙең 71 йыллығына арналған әҙәби музыкаль концертты башлайбыҙ. Сыңрау торна, ҡурайҙа Әғләм Юлгилдин.
Илназ, сен қайда? Не болды? Қара, ауыл тұсында тоналар үйлі босалар. Сылапты. Үлесейін айтуы бұйынса, бұл яқшыға түгел. Қойсалы, бүгін бет хайрам, Абантуй. Қуаны сүйді бізді, ал қояш күгі бізді. Әдәгі достар бізге. Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Әсем Худа дәшәт кылысының, зур яуларда еңеп кайтканың, мин фронтка китәм, иптәштәр. Ышан атай, һин эйәрләп биргән Аббулатым минең авынмас. Яшың тамган бул кылыста әсәй, хуармын дошман канында. Ата саптам, киләсәк ял өсөн, ягын япракланыр гүл өсөн. Тывыр балам йырланыр ер өсөн. Ер өсөн, һәм туган ер өсөн. Мин фронтка китәм, иптәштәр. Ватан, һәрбер кеше һине яклар өсөн күтәрелде изге көрәшкә. Миллион күңелдәргә якын исем, Ватан исеме безнең йөрәктә. Туган илем намысын саклауганда артык бәхет бармы был дөньяла? Ватан, әсә, уның яшәү өсөн кызганмайбыз да, кайнар кандыла. Күн күреп, төн күреп, тынып көндәремде мендем етедатка. Оз толпарым, гүя сахраелі, туп күкрәгән якка. Туп күкрәгән якка, сакыра мине, карт әсәләр зары. Балаларның тәрән газап үні, изге яшы, даны. Һәрбер эштә, һәрбер фронтта мин һаман да эшләп йөрермен. Акылымның һуңгы яктыһын һәм канымның һуңгы камсыһын илем, халкым өсөн бирермен. Хуш бул Башкортостан, һине артык көйгән өсөн калдырам. Әйе, мин кайтырмын, тиңе шатлык, еңеп алып, бөек дан менән. Уралың һиңә шулай итей, халкың һиңә шулай итей. Үлтер улым фашисты, үлтер улым фашисты. Ереңде дошман алмаһын, илеңде утка һалмаһын. Үлтер улым фашисты, үлтер улым фашисты. Давылдан да көсле асу купты, йөрәгендә азат халкымдың. Мен кат көсле булып балкыны, туган ерде һөю ялкыны. Ер тетрәтер халкым нәфрәте, пуля булып тетен дошманды. Кыз булып китһен, тураклаһын, танык булып итһен дошманды. Үз ал иптәш тормыш хакына, шуны теләй халкың, туган ил. Ер һелкенде, 41-нче елда
ярдан ашты нәфрәт ташқыны. Ат диярләй Урал егеттәре. Була ерән қашқаны. Біз китабыз мініп та аттарды. Исән генә йөреп, һаумалды. Яшь янымыз, Бер 1942 елның башында 112 Башқұрт атлы дивизия командиры итеп кадр офицері полковник Шаймуратов Миннәғәлі Минхажуы тағайындана. Шул ук елның 17 апрелендә дивизия фронтка китә. Батырлыктары өсөн 112 Башқұрт атлы дивизияның 54 солдат һәм офицеры Советтар Союзы геройы исеменә лайык була. Ә хәзер һезнең алдыгызда Шаймуратов генерал йөрү менән Ганиев Илнар, каршы алыгыз. Ұлатып алды күгірал, ат ойнатып алдан бара, Шаймуратов генерал. Ат ойнатып алдан бара, Шаймуратов генерал. Шаймуратов яуғырында дұшмандары көйткен. Dayanmay hıla batmay, ay batırda irigen. Dayanmay hıla batmay, ay batırda irigen. Sürüyen kızladı bay, yine kulları Ural. Sular Шаймуратов генерал, сулар менен дошманларды, Шаймуратов генерал. Башқұрттары кесті бұлышқа, ұдатып алды күгірал. Ат ойнатып алдан бара, Шаймуратов генерал. Ат ойнатып алдан бара, Шаймуратов генерал. Әһез безнең уку йортының интернат булып китүен Бөек Ватан һугышы менән бәйле икәнен беләһегезме? 1943 елда ВКПБ өлкә комитеты бюро утырышындагы карарда интернатка башлыса башкорт балаларын, тәүсиратта етемдәрде, Бөек Ватан һугышы фронтовиктары һәм инвалидтары балаларын алу бурысы куела. Был һугышта интернаттың 15 укытучысы һәм тәрбиясеһе катнаша. Бүгенге көндә 22 пенсионер тыл ветераны дип исәпләнә.